Нужны ли в школах конкурсы смотра песни из строя? Этим вопросом задаются родители. Ежегодно к этим смотрам готовятся тысячи школьников по всей республике. Основная задача мероприятия – патриотическое воспитание молодого поколения. Конкурс учит красиво маршировать, развивает осанку, патриотический дух. Однако вместе с тем родители учащихся тратят на это немалые деньги, на специальную форму школьников. И это не единственная проблема. Помимо этого, не во всех школах есть квалифицированные преподаватели по военной подготовке. И детям приходится силами классных руководителей готовиться к такому трудоемкому конкурсу. Насколько сегодня оправдано проведение военного конкурса, все ли дети и родители готовы тратить на это силы, время и деньги? Репортаж Ульяны Шагиной. Середина строя. Сержант Титов. Одинаковая военная форма, отработанный строевой шаг, громкая речевка, умение правильно держать осанку и четко выполнять команды. Всего этого ребята добились ежедневными тренировками. Многое зависит от руководителя по военной подготовке. Этому не научиться за 3 дня. Это как народные танцы. Нужны кропотливые ежедневные тренировки. Если их с младших классов готовить, вот они уже подготовленные выходят и стараются, у них мотивация по строевой подготовке заранее готовятся, и родители знают. Вот поэтому у нас очень большой конкурс идет. Городская Саха-гимназия является одной из 3 столичных школ, где этому искусству уделяется особое внимание. При гимназии работает военно-патриотический клуб «Айсберг», служба безопасности. Также ребята являются призерами муниципальных этапов Олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности. Смотр строя, песни, военные движения – это все зарождает патриотизм к своей родине, вот, к России и к Республике Саха-Якутия. Я очень горжусь, что я родился в России и являюсь гражданином Российской Федерации. Другая сторона медали – это экипировка школьников. Самая больная часть конкурса, когда родителям приходится покупать или заказывать дорогую униформу. Для многодетных семей мероприятие не из дешевых. Хотя в Саха-гимназии требования для конкурса единые – белый верх и черный низ. Они, если хотят приобрести форму, да, они сами все это решают на родительском комитете класса. И у нас не было такого случая, чтобы кто-то отказывался. Все равно каждый год как-то идет обновление. Для родителей вопрос с экипировкой – настоящее испытание. Ежегодно приходится сшить или заказывать военные костюмы, одалживая друг у друга части обмундирования. Одеваемся соответственно, то мы военно-морской флот, младший сын у меня десантник. И вот как-то так готовимся. Им очень нравится и интересно. Затратно, жалуются родители, но приходится выходить из сложившейся ситуации своими силами, чтобы не выделяться на фоне класса. Сложно, затратно, но это нужно нашим детям. Конечно, хотелось бы какой-то помощи от государства, может быть, или, не знаю, от какого-то высшего руководства, потому что все ложится на плечи родителей. Ну, как можем, так и выходим из ситуации. 22 февраля учащиеся городских школ соберутся на очередной ежегодный смотр песни из строя. Сегодня дети по вечерам, оставаясь после уроков, учатся красиво маршировать, чтобы защитить честь школы перед другими конкурсантами. В связи с этим возникает вопрос для организаторов мероприятия. Конечно, патриотическое воспитание – это нужное и благое дело, но нужно спросить у самих школьников и их родителей, насколько им нравится так много времени и сил тратить на все это. Вопрос сегодня остается открытым. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск.